Постепенно уже подходя к концу, я думаю, одним из последних мы бы хотели услышать историка, публициста, общественного военного деятеля Иванова Игоря Борисовича со словом о великой, единой роли России и роли татарского народа в ней. Святые отцы, братья и сестры, тема моего слова сегодня – это татары православные и татары-мусульмане в борьбе за единую, великую, неделимую Россию. Я на эту тему могу рассказывать очень много о том, как татары сражались за единую Русь. Но учитывая, что времени у нас мало, я ограничусь только несколькими моментами. Говорить я буду о гражданской войне. Во-первых, о той гражданской войне, которая 100 лет назад была у нас в нашей стране, и где принимали все народы, и татары, конечно, принимали участие в ней, и о той войне, которая идет сейчас. Это очень близкая для меня тема, потому что сам я участвовал в боях в Донбассе, и могу вам свидетельствовать, как непосредственный участник и как один из командиров, на глазах которого все происходило, что то событие, которое мы называем «Русская весна», конечно, все мы, добровольцы, которые там сражались, все мы понимали, что мы деремся за единую, великую, неделимую Россию. И все мы понимали, что мы сражаемся за веру. И могу вам свидетельствовать, что на наших знаменах, на которых было написано «За веру царя и святую Триединую Русь», конечно, основная масса это добровольцев это были русские, малороссы, великороссы, но по моему опыту общения я могу сказать, что не было, наверное, ни одного народа бывшей Российской империи, который бы не прислал своих представителей в ряды нашего ополчения. Все прекрасно понимали, что если удастся обрушить веру, что если удастся обрушить единое государство, то плохо будет не только русским, будет плохо всем народам нашей страны. И поэтому вместе с нами сражались и православные люди, вместе с нами сражались и мусульмане, их было не так много, но они принимали то, за что мы сражаемся, и бок о бок с нами тоже были всегда едины. То же самое происходило, несомненно, и 100 лет назад, во время гражданской войны, когда большевики, власть безбожная, сражались против единой России, против великой России и против Господа Бога. Так вот, я вместо того, чтобы рассказывать долго, прочитаю вам очень малоизвестное обращение верховного правителя России, адмирала Колчака, к добровольцам в Сибири. Тогда движение добровольческое в Сибири, оно объединяло разных людей, разные народы и людей разных вероисповеданий, и мусульман, и христиан. И Колчак, Александр Васильевич, обращаясь к ним 26 октября 1919 года, сказал следующие слова. «Ныне добровольчество возникает уже в среди сибирского населения и на новой основе, под лозунгом Святого Креста и Зеленого Знамени. Мы переживаем небывалое, поистине историческое событие. Враждовавшие прежде крест Христов и полумесяц теперь соединились, чтобы вместе ринуться в борьбу с атеизмом большевизма. И крест, и полумесяц победят. Я приветствую добровольцев, которые идут восстанавливать нашу Родину». В 19 году именно так и оно и было. И я могу привести пример, когда были в составе Белой армии добровольческие формирования мусульманские, добровольческие формирования именно татарские, чисто татарские. Там были полки, просто из татар состояли. Первый Казанский полк армии Колчака, там практически все татары были. И должен сказать, что я могу много имен назвать славных татар, участников этой войны за веру и за единую Русь. Да, но поскольку времени у меня очень мало, наверное, упомяну самого известного из белых генералов, который широко известен, который действительно сыграл большую роль. Это татарин. Я сейчас процитировал Колчака процитировал.
официальной биографии все говорят, что это потомок турецкого рода. А вот лет 10 назад появились значит, публикации о том, что адмирал Колчак это все-таки татарин, что он происходит от крымско-татарского рода. Да? Значит, есть такая теория, я не буду ни за, ни против, это предмет особого исследования. Но вот, во всяком случае, и фамилия, и внешность, и, так сказать, вот, корни, многие доказывают, что и Колчак все-таки из татар происходил. Ну, насчет Колчака не знаю, а вот из белых генералов Яков Давидович Юзефович, это была правая рука генерала Врангеля. Значит, это из литовских татар, очень древний род, который известен с 16 века еще. Вот из белых генералов, пожалуй, самый известный генерал это Юзефович. Очень интересная его биография, нет времени на ней останавливаться. Очень кратко, это участник русско-японской войны, это участник значит, Первой мировой войны, Георгиевский кавалер, это участник белого движения, где он играл выдающуюся роль, как я уже сказал. И что интересно, генерал Юзефович был мусульманином, то есть если посмотреть все его возможные списки, он мусульманин. Но в конце жизни он, видимо, все-таки тоже пришел к христианству, потому что он участник собора Карловацкого, известного в 1921 году, куда по выборам из Чехословакии он представлял православную общественность. И его могила находится значит, в Белоруссии, она сохранилась, это очень редко из белых генералов на территории исторической России практически ни одной могилы нет. Из исторических. Так вот, генерал Юзефович похоронен на территории Белоруссии, похоронен на православном кладбище. Я внимательно смотрел его могилу и видел, что там у него вкопан рядом с его памятником крест, видимо, он отвалился, чугунный. И, в общем, по всем признакам, конечно, в конце жизни Юзефович принял православие. В этом году исполняется 5 июля 90 лет со дня смерти вот этого знаменитого полководца. Здесь сидят члены Русского общевойскового союза, здесь татарская общественность. Я предлагаю летом 5 июля вот в память этого русского генерала татарского происхождения, может быть, провести какие-то чтения, может быть, отметить его кончину панихидой. Я предлагаю нам обязательно не пропустить это событие и всем вместе ему вернуться. Спасибо за очень интересные доклады. Я действительно было очень интересно сегодня слушать всех. Благодарю за внимание. Всего доброго. Спасибо.